Ереван, 28 января, Спутник. Евросоюз ждет от правительства Армении детального и всестороннего расследования смерти зампредседателя общественной организации «Армянские орлы. Единая Армения», координатора новостного сайта Хинус. Амгера Егиазаряна. Об этом заявила на брифинге в понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич. – 26 января стало известно, что проводивший голодовку на протяжении 44 дней Амгер Егиазарян скончался в УИУ, Нубарашин. Следственный комитет Армении в связи с этим выступил с разъяснениями, отметив, что причиной смерти Егиазаряна, который находился под следствием, стал инфаркт миокарда. Да, мы в курсе произошедшего и ждем от Армении конкретных действий, сказала представительница ЕС. Ранее глава Минюста Армении Артак Зейналян отметил, что Егиазарян объявил голодовку на этапе задержания, 4 декабря 2018 года, в знак протеста против возбужденного против него уголовного дела. С 5 декабря, когда он был переведен в УИУ, Нубарашин, из следственного изолятора СНБ и фактически уже проводил акцию протеста, до 17 января, когда он прекратил голодовку, Егиазарян содержался в специально отведенном для него помещении. Об усердии государственных органов и должностных лиц, пожалуйста, судите сами. После объявления голодовки с Амгером вели работу старший медработник КУИУ и подразделение по социальной/психологической работе, отметил министр. Зейналян сообщил, что в период с 6 декабря 2018 по 17 января 2019 два психолога навещали арестованного 35 раз, а адвокаты 4 раза. – 23 января его принял руководитель группы, обслуживающий стационар УИУ. 17 января 2019 года Егиазарян прекратил голодовку, после чего оставался под наблюдением врачей медчасти УИУ. Зейналян также представил некоторые подробности лечения Егиазаряна из справки следственной службы. Согласно справке, 24 декабря 2018 года в 17 часов 25 минут из-за ухудшения самочувствия Егиазаряна была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила его в медцентр Эребуни. Было проведено сонографическое исследование брюшной полости, патологических изменений обнаружено не было. – 9 января 2019 года Егиазаряну вновь стало плохо. Опять же была вызвана бригада скорой помощи, арестованного госпитализировали в медцентр Эребуни, но в ходе медобследования никаких патологических изменений врачи не выявили.
Помимо этого, МГЕР жаловался на общую слабость, и 22 января этого года пациента осмотрел терапевт. Врач рекомендовал продолжить наблюдение в стационаре учреждения. А 25 января его осмотрел психоневролог, все результаты обследования были в пределах нормы. Исходя из этого, Зейналян резюмировал, что уголовно-исполнительная служба в ходе голодовки МГИРа Егиазаряна сделала все возможное, чтобы предотвратить и свести к минимуму опасность для его жизни и здоровья, организовала медобследование и предоставила медпомощь как в УИУ, так и в гражданском медучреждении. Напомним, что в рамках уголовного дела, возбужденного в декабре 2018 года в Следственном департаменте СНБ Армении, Егиазаряну было предъявлено обвинение по пункту 2 части 2 статьи 178 «Мошенничество», пункту 1 части 3 статьи 178, пункту 1 части 3 статьи 38, 34, 312, дача взятки, и части 2 статьи 38, 34, 312 Уголовного кодекса Армении.